Депутаты утвердили повестку 49-го заседания Народного собрания. Первый вопрос – отчет деятельности МВД России по Республике Ингушетия. Министр внутренних дел региона Михаил Коробкин подробно рассказывает народным избранникам, каких показателей удалось добиться ведомству в 2023 году. В приоритете были вопросы внешней и внутренней безопасности республики, снижение аварийности на дорогах региона, борьба с наркоманией и не только. Благодаря проделанной работе удалось снизить в целом общую раскрываемость преступлений на территории нашего субъекта на 5%. В прошедшем году силами всех правоохранительных структур раскрыто почти 1400 преступлений. Отмечен рост раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений, преступлений экономической направленности, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, мошенничеств, краж, в том числе совершенных с проникновением в помещение либо иное хранилище, краж из жилых помещений, поджогов, хулиганств, преступлений, связанных со сбытом наркотических средств и психотропных веществ, а также коррупционных преступлений. Как и за аналогичный период прошлого года раскрываемость грабежей составила почти 67%. Невооруженным глазом видна положительная динамика в раскрытии преступлений, относящихся к категории прошлых лет. Подробнее остановились на вопросах аварийности на дорогах республики, наркомании и безопасности нашего региона. Сотрудниками МВД в отчетном периоде 2023 года велась работа по предупреждению экстремизма и терроризма на территории Ингушетии. Михаил Коробкин рассказывает подробнее об итогах. Была задержана группа студентов Астраханского государственного медицинского университета, которые планировали осуществить на территории республики террористический акт. В конце марта, в начале апреля 2023 года в республике проявила свою активность бандгруппа Гуража-Воздоева, которые сначала совершили нападение на стационарный пост ДПС «Волга-14», а затем оказали серьезное вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов в ходе нескольких боестолкновений. К сожалению, 3 сотрудника органов внутренних дел погибли, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. В ходе проводимых оперативно-следственных мероприятий 2 боевика были ликвидированы, еще 2 задержаны. Председатель Народного собрания отметил хорошую работу, проведенную ведомством в деле защиты общественной безопасности. Магомед Тумгоев отметил, что общими силами нужно решать возникающие вопросы. Это наша республика, это наше общество, наш народ, и совместно мы все должны здесь работать и тянуть это общий миллиард. Я еще раз вас, активных депутатов, благодарю за отчет. Мы надеемся, некоторые вопросы будут они отражены и в постановлении сегодняшнем. Следующий вопрос повестки – заслушивание информации по привлечению в республике частных инвестиций. О проводимой в регионе работе рассказал первый заместитель председателя правительства Ингушетии Олег Фурсов. Он подробно остановился на инвестиционном портфеле республики и рассказал об экономических планах региона. В республике Ингушетия, как вы знаете, реализуется 5 прорывных проектов. Они на слайдах также представлены. В 2024 году эти проекты были укрупнены, и в настоящее время в них входит 12 подпроектов. Общий объем инвестиций изменился, он составляет 22,3 миллиарда рублей. Количество рабочих мест тоже возросло, 987 рабочих мест будет создано. Сроки завершения этих прорывных проектов варьируются от 2024 до 2030 года. Дорожные карты сформированы, ежеквартально ведется мониторинг, в этом активно участвует руководство страны, глава республики, председатель правительства. Нужно отметить, что, учитывая малоземелье республики, необходимость модернизации инфраструктуры и сохранения местной природы бизнеса, так бы я это сказал, мы сосредоточились на поддержке некрупных проектов местных бизнесменов, и это дало свой результат. В Ингушетии создается прекрасный инвестиционный климат, благодаря которому у инвесторов есть возможность вкладывать и развивать свое дело, открывать производство и создавать новые рабочие места. По поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова такая работа проводится непрерывно. Мы занимаемся кадровым обеспечением инвестиционных проектов. В частности, по поручению главы была разработана предприятие «Кадровый потенциал». Из 150 предприятий туда вошло немногим более 75 предприятий. Было сформировано 2078 вакансий с глубиной прогнозирования 7 лет. Это предприятие не государственное. Смысл этой программы в том, чтобы каждое предприятие определило, в какой период времени, сколько специалистов, какого профиля им нужно. Вот такая программа есть, она у нас живая, она постоянно наращивает количество вакансий и является подспорьем для нашей системы образования, которая знает, кого готовить к 2025 году или там, к 2030 году. Вот такую систему мы сейчас в Ингушетии выстраиваем. В рамках заседания заслушали отчет деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Депутаты также рассмотрели почти 15 законодательных инициатив, по которым каждый ответчик выступил со своим отчетом. Рида Цичоева, Сулейман Костоев, Магаз 24.